Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем избрание меры пресечения Денису Володину, обвиняемому в жестоком убийстве хозяина квартиры, которую он снимал. Обнаружен труп с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резанных ран грудной клетки, рубленных ран лица и шеи. И какой был мотив страшного преступления? Расскажем о гибели пожилой женщины сегодня утром во время пожара. Стекла летят, что-то шум, гам, дерутся, что ли, кто? Она пыталась справиться с замыканием проводки. А также выявлен цех по производству незаконной ядовитой незамерзающей жидкости. Установлено, что к организации деятельности данного цеха причастны 2 жителя города Нижнекамска и 1 житель города Елабуги. И насколько выгодно ее производить, несмотря на возможность уголовного преследования. Это и не только. Прямо сейчас. Сегодня советский суд Казани до 25 марта арестовал Дениса Володина, подозреваемого в жестоком убийстве 24-летнего Владимира Паюла, у которого снимал квартиру на улице Юнуса Ахмедзянова. Его задержали по горячим следам после преступления. Сегодня обвиняемый рассказал, что стало мотивом расправы над человеком. В том, что этими руками жестоко расправился с молодым человеком, он признался, но частично. С чем не согласен сегодня, раскрывать не стал. Тело Владимира Паюла нашла его девушка. Родные не могли дозвониться до него несколько часов. Она вспомнила, что он планировал показать квартиру, которую сдавал возможным покупателям. И поехал туда. Дверь никто не открыл, но на полу лестничной площадки увидела замытую кровь. А когда снимала это видео, увидела, как через глазок за ней кто-то наблюдал. Она убежала звать охрану и одновременно звонила в полицию. Следом за ней из подъезда вышел мужчина и пошел в другую сторону. В квартиру зашли уже вместе с полицейскими. Все было в крови, а на полу лежал Владимир. Обнаружен труп с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резанных ран грудной клетки, рубленных ран лица и шеи. У погибшего, как установили эксперты, было повреждено сердце, печень, разрублен позвоночник, кости лица и поврежден мозг. Подозрения пали на арендатора жилья. Подозреваемого задержали по горячим следам. Сегодня следователь ходатайствовал о заключении Дениса Володина под стражу. Сам обвиняемый просил более мягкой меры пресечения. Уверял, что давить ни на кого не будет. Тем более есть где отбывать домашний арест. В случае, если суд придет к мнению, что это вам более мягкое пресечение, вы где будете проживать? На Волгоградской. А что там на Волгоградской? Квартира. Это она ваша, чья квартира? Общая. Общая с кем? Квартира семьи. Там никто сейчас не проживает, или спокойно могут жить там. Почему не стал съезжать со съемной квартиры, когда собственники еще в минувшем году предупредили о желании ее продать? Он не сказал. В тот день хозяин квартиры еще раз напомнил квартиранту о необходимости съехать. Но сделал это он, по мнению обвиняемого, видимо, недостаточно корректно. В итоге суд, приняв во внимание мнение всех сторон, принял решение об аресте обвиняемого в убийстве до 25 марта этого года. Рамиль Галиуллин, Наиль Абдуллин. Вызов 112. В Мензелинске 41-летний мужчина убил 44-летнего бывшего мужа своей сожительницы. Последний 23 января приехал к ним в гости. Сожитель женщины был этому не рад и уехал к другу. А накануне, когда вернулся домой, обнаружил, что бывший муж сожительницы все еще гостит у них. Он вывел мужчину в другую комнату, где между ними произошла потасовка, в ходе которой он нанес потерпевшему множественные колото-резанные ранения ножом. В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. Свою вину задержанный полностью признал. Пожилая женщина погибла сегодня утром во время пожара в собственной квартире на проспекте Имашева. С огнем пожарные справились за 6 минут. Площадь была совсем небольшой, но этого пенсионерке хватило, чтобы надышаться продуктами горения. Ее в черном, по-моему, мешке или в одеяле ее вынесли к скорой помощи. Ее пытались реанимировать, но все усилия врачей оказались тщетными. Лежащую на полу пожилую женщину обнаружили пожарные, когда зашли в горящую квартиру. О пожаре большинство жителей этого дома узнали, выйдя в подъезд на шум. Слышим, стекла летят, что-то шум, гам, дерутся, что ли, кто. Вот. А
потом уж смотрим пожарные, быстро рукава, тут бегали. Что случилось, узнали уже потом. Рассказывают, в этой квартире 80-летняя женщина жила одна. Она уж худенькая такая, маленькая, на лето ее дочка забирала на дачу. Ее родственники, говорят, живут рядом, но помочь пенсионерке они бы не успели. Все произошло очень быстро. Сообщение о пожаре поступило в 8 часов 19 минут. В половине 9 пожар был ликвидирован. Замыкание в прихожке этой проводки. Она сама там пыталась что-то сделать и задохнулась. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Точную причину возгорания назовут пожарные дознаватели. Рамиль Шайдуллин, Аиль Абдуллин. Вызов 112. А на пожаре в селе Каракашлы в Ютазинском районе погиб 42-летний мужчина. К моменту приезда пожарных частный бревенчатый дом горел по всей площади. Во время тушения и обнаружили тело погибшего. Известно, что в этом доме он не жил, а приезжал в гости. Предварительная причина возгорания – неосторожность при курении. В Нижнекамске движение трамваев парализовала вылетевшая на рельсы «Лада Приора». За мгновение до этого она столкнулась с «Фольксвагеном», водитель которого в этой аварии пострадал. Подробности у Ивана Сарафанова. Болит у него не только голова. Водитель Volkswagen в момент столкновения получил ушиб бедра. Автомобиль второго участника, «Ладу Приора», от удара отбросил на рельсы. Движение трамваев было парализовано. В первую очередь задержка, конечно. Все ведь торопятся, люди по делам считают, кому-то в больницу надо, кому-то куда. А приходится сейчас ждать, они например. Ладно, еще у нас терпеливые пассажиры попались, понимают нас. Авария затруднила не только движение трамваев. На автомобильной дороге также образовался затор. Сотрудники ГИБДД в течение получаса ждали на месте специалистов, чтобы вытащить «Ладу» обратно на проезжую часть. Они сейчас замеры производят, сотрудники ДПС. Потом дадут добро, мы попробуем нашим трактором вытянуть его, открыть движение трамваев. По предварительным данным, в аварии виноват 24-летний водитель «Лады». Он, двигаясь по улице Индустриальная, вышел на обгон, не убедившись в безопасности. Сам он не пострадал. Иван Сарафанов, Денис Макаров и Рафаэль Ракипов. Вызов 112. В Набережных Челнах полицейские обнаружили цех по производству незамерзающей жидкости, который работал без каких-либо разрешений. На производстве используется спиртосодержащая продукция, на которую также не было никаких документов. И, как заподозрили оперативники, в состав жидкости входил метиловый спирт, использование которого запрещено. В этом цехе оперативники обнаружили без малого 7 тонн готовой незамерзающей жидкости и компонентов для ее изготовления. Что-то было уже разлито в тару и готово к продаже, что-то было только произведено. Полицейские нагрянули в тот самый момент, когда работа шла полным ходом. Сейчас самый сезон, летом жидкость не пользуется таким спросом. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделения экономической безопасности в помещении подпольного цеха, расположенного в городе Набережные Челны, было обнаружено и изъято более 6700 литров незамерзающей жидкости, а также сырья для ее изготовления. Кроме того, обнаружено производственное оборудование, тара для розлива, укупорка, этикетки с нанесенным наименованием. Какая-либо документация, отражающая легальность производственного процесса и утверждающая безопасность используемого сырья, отсутствовала. Как заподозрили оперативники, на производстве применялся метиловый спирт. Это сильный яд, и он запрещен для использования в производстве жидкостей для автомобилей. Говорила об этом цена незамерзайки. Производители продавали ее по 70 рублей за бутылку. На трассах ее реализовывали за 150. Продукт из разрешенного сырья и произведенный со всеми разрешениями несколько дороже. Установлено, что к организации деятельности данного цеха причастны 2 жителя города Нижнекамска и 1 житель города Елабуги. Сейчас изъятую жидкость направили на экспертизу, и по ее результатам будет принято процессуальное решение. Если исследование установит, что использовался действительно метиловый спирт, то организаторам грозит уголовная ответственность. Закон предусматривает от штрафа в размере 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 2 лет. Тагир Валиди, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.